К другим темам. Сегодня Международный день родного языка. Он отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2000 года. В канун праздника в Чебоксарском районе состоялся 6-й фестиваль уроков чувашского языка и литературы. 22 учителя-предметника дали открытые уроки. Кто из них стал лучшим, знает моя коллега Лидия Галактионова. На один день местом работы всех 22 педагогов-конкурсантов стала Тренькасинская средняя школа. Та самая, которую 10 лет назад посетил Владимир Путин. Вы так говорите, что мне самому хочется учить. Вы послушайте наш язык. Какой у нас мягкий. Ираида Фомина, учитель чувашского языка, до сих пор вспоминает слова президента. Говорит, это ее самая большая награда. После того, как Путин приезжал, у наших детей была такая гордость. Он послушал чувашскую песню, он был вот в этом кабинете, он общался с нашими детьми, и они говорили и на чувашском, и на русском. Сегодня Ираида Аркадьевна и еще 20 ее коллег делятся своими знаниями на открытых уроках, стремясь раскрыть все законы и красоту родного языка. В этом классе, например, обсуждают уникальные свойства воды, актуальная тема для года экологии. Интересным и живым урок делают поговорки, их быстро запоминают дети. А в другой аудитории отмечают день рождения. Софье исполнилось 11 лет. Именинницу по замыслу педагога поздравляют все ближайшие родственники и дарят подарки – предметы национального костюма. Здесь и обычаи, и традиции, и связь с другими предметами, культурой родного края, историей, музыкой. Дух такой стоял сегодня. Учителя такие радостные, с незнакомыми детьми дают открытые уроки. Это же прелесть. Глаза горят. Уроки идут друг за другом в режиме нон-стоп в 5-11 классах. Причем учитель в первый раз видит учеников. В считанные минуты нужно наладить психологический контакт и заинтересовать темой. Получается у всех, сказывается большой педагогический стаж. Это Тарка. Также я с любовью изучаю чувашский язык. Мне он очень нравится. Я изучаю чувашский язык для того, чтобы узнать разные культуры, традиции в нем. Ведь мне это тоже интересно. Победительницей конкурса стала Алина Николаева из Чиршкасинской средней школы. Жюри оценило ее творческую мастерскую. За урок ученики смогли выпустить увлекательную стенгазету «Тренькасинские росточки». Учитель представит район на республиканском фестивале уроков чувашского языка и литературы. Лидия Галактионова, Марина Корягина, Александр Яковлев. Вести Чувашия.